Всем добрый день, меня зовут Раиса Зубарева, я представляю движение за независимость Саха, и вы на канале нашего движения. С сегодняшнего дня, каждую пятницу у нас будет выходить подборка новостей за неделю. И сегодня первый выпуск, мы собрали для вас самые важные, на наш взгляд, новости за неделю и попробуем их обсудить. Первая новость и самая, на мой взгляд, важная новость этой недели, всего месяца, всего года. Это новость о задержании сотрудниками ФСБ независимой журналистки Саши Александровой. Давайте ее посмотрим. В четверг, 20 марта, сотрудниками ФСБ была задержана известная в республике журналистка Саша Александрова. Она была задержана по статье 205.2 Уголовного кодекса России, то есть за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. Ранее Саша Александрова в знак протеста против начала полномасштабного вторжения России в Украину покинула Россию. Но пишут, что в 2024 году вернулась. Ранее журналистка работала на портале ЯКТ.ру и в интернет-издании «Сахадей». Ну, мы понимаем, почему Сашу Александрову задержали. Конечно же, никаких призывов публичных призывов к террористическим действиям, атакам на государство российское со стороны Саши Александровой не было и быть не могло. Саша Александрова – это журналист. Более того, Саша Александрова – независимый журналист. И Саша Александрова – это тот человек, который открыто высказался против войны России в Украине, против нападения Российской Федерации на соседнее государство. Опасаясь преследований, мы знаем, что в 2022 году Саша выехала, и она находилась в Турции. Потом, видимо, она уехала в Таиланд. Я лично с Сашей Александровой не знакома. Видимо, может быть, мы с нею пересекались по нашей общей деятельности, по журналистской еще, когда я работала в Якутске, жила, да. Но лично с ней я не знакома, поэтому как бы связывать ее со мной или с моей организацией, я думаю, это неправильно. В 2022 году первые нападки на меня, на нас и в том числе на Сашу были со стороны якутских властей. Помните, вот вышел такой ролик пропагандистский, да, «Недобитые дети Нагайны». Вот сейчас я вам напомню, да, как он выглядел. Вот, я думаю, что это вот команда АСН, конечно, работала, старалась. Вот, посмотрите, пожалуйста, его. Руководителем якутской ячейки фонда является некая Раиса Зубарева. Многие помнят ее под фамилией Арзаева как одного из журналистов газеты «Якутск вечерних». Сейчас Зубарева проживает в Польше и активно дает интервью о проводимых ею акциях. Далее по иерархии идут агенты влияния, блогеры и журналисты, эмигрировавшие из России. Например, бывшая журналистка ЯКТ.ру Саша Александрова, Виталий Обедин, общественница Туяра Алас, блогер Алена Алексеева. Тогда было еще сказано, что Саша, так же, как и я, выходец из команды Левина. Был потом еще материал «Выкормыши Левина». Кто-то вот писал, да, о том, что и я, и Саша, мы выходим из медиахолдинга, который возглавлял Леонид Ирмович Левин. Я еще раз повторю, что я с Сашей лично не знакома. И если я где-то с ней пересекалась в Якутске, да, по работе, то лично я не помню, чтобы мы с ней конкретно знакомились. И вот. Что это значит? Вообще очень удивляет, почему Саша вернулась. На заметку всем, кто хочет поехать, кто ведет антивоенную, значит, деятельность какую-то, да, пишет посты антивоенные в социальных сетях, всем на заметку хочется сказать, да, не возвращайтесь. Если вы ведете антивоенную деятельность, то вам ни в коем случае нельзя возвращаться на территорию Российской Федерации. Ни на территорию Москвы, ни на территорию, тем более, Республики Саха. У нас очень мало людей, нас всего там миллиона, да, миллиона нет. Вот, все друг друга знают, сдать вас может кто угодно. Поэтому не возвращайтесь ни под каким предлогом. А если вы возвращаетесь, то вы должны понимать, чем вам это грозит.
да, вот, например, как с Сашей Александровой, вас могут просто задержать. Вот. Насколько известно из этой новости, и дальше потом еще в телеграм-каналах публиковали, что суд по мере пресечения прошел, и ее арестовали. Выбрали ей меру пресечения, избрали, это арест. И, скорее всего, она сейчас находится в следственном изоляторе Якутска. Это репрессии, продолжающиеся. Ну, это первый случай, когда арестовывают журналиста независимого в Республике Саха. Мы много таких случаев знаем в центре Российской Федерации, в Москве, в Санкт-Петербурге, в других больших городах. Журналистов задерживают. В Республике Саха это первый. Не могу, не хочу сказать, что я вас с этим поздравляю. Это будет неправильно, это очень печально. Вообще, репрессии против журналистов, да, в Российской Федерации это вообще неотъемлемая часть общей тенденции по ограничению свободы слова и контроля над информационным полем. В случае с Сашей очень печален тем, что они посмели напасть на женщину, во-первых. Во-вторых, они посмели, и потому они это сделали, они напали на человека, который не является столь медийной личностью, чтобы ее все знали. Например, как Виталия Обедина. Вот. Для того, чтобы арестовать Виталия Обедина, им потребуются, видимо, какие-то силы. Вообще нападки на журналистику и даже в Республике Саха, они идут давно. Давайте вспомним дела Михаила Романова, которые, значит, на него возбуждались. Это мой коллега из Якутска вечернего. Или давайте вспомним, как Обедина преследуют, все время выписывают ему и штрафы, и полиция к нему в гости часто приходит, да, и приходится ему все время оправдываться. Вот, и очень хорошо, что работают правозащитники, такие как Лена Максимова, которая помогает им. И Мише Романову, насколько я знаю, Лена Максимова помогла со своей правозащитной группой. И в судах с Виталием Валерьевичем Обединым тоже работает она. Я очень надеюсь, что сейчас именно Лена Максимова, ну или другие правозащитники возьмутся за дело Саши Александровой. Очень на это надеюсь. Во-первых. Во-вторых, хотелось бы сказать, хотелось бы видеть, как журналистское сообщество защищает своих журналистов. Это касается и газеты «Якутск вечерний», это касается и телеграм-каналов свободных, да, я надеюсь, что свободных «Честная Якутия», Дениса Адамова, телеграм-канал Дениса Адамова, да, Якутия Инфо. Это касается телеграм-канала Виталия Валерьевича Обедина. Вот. Ну и сами Сахады, я надеюсь, тоже предпримут какие-то попытки для того, чтобы защитить бывшую свою сотрудницу. Очень печально, что женщина осталась одна, практически без защиты, да, такой, например, как есть у нашего яблочника Алексея Наговицына. Вот. Нет у нее такой защиты, никто за ее спиной не стоит, у нее нет такого сильного и мощного тыла. Нет людей, которые придут к ней на помощь сегодня немедленно. Вот. Очень хочется надеяться, что все те, кто неравнодушен к судьбе и Саши самой Александровой, и к будущему, да, нашей журналистики, они встанут на ее защиту. Москва далеко, пока что, да, я думаю, что всем миром в таком отдаленном уголке республики можно что-то сделать. Конечно же, никакому терроризму, никакому экстремизму, никаким призывам Саша не причастна. Нету ничего такого, это все надуманные поводы. Нет никаких сомнений в том, что правоохранительные органы, которые задержали, ФСБшники, которые задержали, они как-то объективно рассматривают, значит, выдвигают объективные обвинения. Нет, конечно же. Все это надуманные поводы для того, чтобы преследовать. Преследовать человека за его независимую позицию. Преследовать человека за то, что он критикует, последовательно критикует власть. Кстати, недавно я посмотрела, я почитала телеграм-канал Саши, да, недавно она, значит, публиковала
совсем, да, буквально на днях она опубликовала новость о том, что происходит в школе, да, с этим скандалом для детей плохо слышащих, да, глухонемых. Вот. Ну и она там написала, что значит, директор школы буквально ей пригрозила, что если вы будете и дальше писать, значит, о нас в таком ключе, то вам, в общем, не поздоровится, да. Вот, Саша восприняла это как угрозу, и она об этом написала. Она написала, что это звучит как угроза. Вот. Так что я думаю, что им всем может быть только на руку, да, для того, чтобы независимая журналистика вообще исчезла. Следующая новость об интернет-приложении Сахалы. С 6 ноября прошлого года приложение по изучению якутского языка Сахалы не работает из-за отсутствия финансирования. 20 марта создательница проекта Сахалы Лилия Бечиген рассказала, что не может найти спонсоров. Приложение под изучению якутского языка было запущено 13 февраля 2023 года, в День родного языка и письменности. Но первые пользователи были крайне разочарованы необработанностью и ошибками в приложении. Позже Лилия сменила команду разработчиков. На самом деле очень печально, что такая инициатива, как приложение по изучению языка, заглохла. Насколько я знаю, они получили грант какой-то, да, и на эти деньги они это приложение разработали. Но приложение, как любой продукт, да, оно не может жить без вложений денежных, без постоянных денежных вложений, без постоянных вложений сил, средств, привлечения людей. Ну и не просто людей, а профессионалов. Профессионалы не работают бесплатно. То есть, опять же, все упирается в деньги. Нужно привлекать средства. Видимо, у Лилии, да, я вот не помню, как ее зовут, эту девушку, которая разрабатывала это приложение. Видимо, просто не было денег. Я зашла на, значит, ее страничку в Инстаграм, почитала, что происходит. Да, амбициозный проект, очень хороший, очень нужный, да, в наше время. Тот проект, который бы помог людям, например, таким как я, да, кто плохо владеет своим языком родным, помог бы его изучать. Или тем, ну, я не знаю, русским, например, да, которые хотели бы изучать, но для которых нет курсов якутского языка бесплатных, например, да. Вот, приложение в этом плане очень бы им помогло. Ну, или тем же самым мигрантам, да. Тоже это приложение бы очень помогло изучать наш якутский язык и полностью как бы влиться, адаптироваться в нашем обществе. Вот, очень, очень, очень плохая новость, она очень печальная. Мне, конечно же, жаль, что так происходит. Но, э, значит, она у себя в Инстаграм-канал, создательница этого приложения Сахалы, она у себя дает ссылку на донаты. То есть они принимают донаты на как раз-таки поддержку и работу этого приложения. Вот, вы можете отправить им туда деньги, отправить им донаты, да, для того, чтобы они смогли нанять профессионалов, которые бы продолжили работу дальше над приложением. А, Очень печально, что такая инициатива, она у нас, конечно же, на государственном уровне не поддерживается. Она должна, получается, что она должна существовать либо на деньги неравнодушных, значит, граждан, либо на энтузиазме, опять же, тех же самых неравнодушных граждан, да, таких, например, как эта Лиля, которая создала это приложение. Ты вкладываешь туда свою душу, ты вкладываешь туда свои силы, ты вкладываешь туда время свое, и ты вкладываешь туда свои деньги. Я представляю, как это сложно вообще, да, как это вообще происходит. Все начинается с того, что ты на голом буквально энтузиазме начинаешь эту работу. И очень часто я прям понимаю тех людей, стартаперов, да, которые занимаются такими вещами, такими продуктами, они могут и, скорее всего, очень часто так делают, они вкладывают свои собственные деньги, но это тоже, понимаете, не бездонный ресурс. Это не нескончаемый денежный поток, да. Деньги заканчиваются, время заканчивается, силы заканчиваются, и ты в конце концов думаешь, вообще кому это надо, да. Раз никто мне не присылает, вот как она пишет, да, один подписчик 5000 ежемесячно рублей присылает на поддержку
приложения. Но, видимо, этого, ну, невидимо, да, извините, этого категорически, катастрофически мало. Следующая новость, которая связана напрямую, я считаю, с новостью о закрытии приложения Сахалы, это, значит, ролик, который опубликовал депутат Илтумен Паскачин Владимир у себя в телеграм-канале. Давайте его посмотрим. Якутский депутат Владимир Паскачин в своем телеграм-канале выложил видео с выброшенными на свалку учебниками. Вот как он его подписал. Это же тихий ужас. Где это произошло? Так же не должно быть. Ладно, учебники по истории могут меняют, согласно тренду. Но другие предметы же остаются неизменными, и все равно их можно использовать. Хоть бы по семьям раздали, что ли. Я, привыкший к уважительному отношению к книгам, в шоке от такого отношения к ним. Кто-нибудь на такое варварство будет реагировать? Интересно, будем ждать реакции власти главы республики. Мы не ценим ни трудов других людей, я имею в виду приложение Сахалы, и мы не ценим того вообще, что у нас есть. Несмотря на то, что я, конечно, выступаю против того, чтобы у нас обучение было на русском языке, я выступаю за то, чтобы обучение было на якутском языке, и было бы неплохо, чтобы наши дети учились по чисто якутским учебникам с 1 по 11 класс. То есть, чтобы вся школьная программа была на якутском языке. Несмотря на это, все равно, да, поддерживаю Паскачина, который говорит о том, что нельзя выкидывать книги. Отдайте библиотеке, отдайте тем школам, которые, может быть, нуждаются в книгах, в учебниках. Есть у нас такие школы, которые, школы-интернаты, у которых, скорее всего, финансирование очень маленькое, да, вообще, если оно есть. Вот, школы-интернаты, у которых нет учебников. Вот. Отдайте им, не выкидывайте на свалку. И в этом ролике, да, что показательно, Паскачин задает вопрос, а что сделает наш глава? Давайте даже дождемся его действий. Ну, такая вот, значит, подколка, да. Такой вопрос, типа, перекидываю мяч на сторону Губера. Что сделает наш губернатор? Вот. А что сделает губернатор? Губернатор ответил Паскачину тем, что он выпустил следующий ролик. Посмотрите, пожалуйста. Сегодня Торбозное радио опубликовало видео с пьяным человеком в какой-то гостинице. Подпись под видео: «Человек, похожий на известного депутата Илтумена, отдыхает в гостинице Тыгыин Дархан. Охрана его явно боится и не трогает». Да, это вот это видео из той же серии, да, противостояния Паскачина Максимова против Николаева, против губернатора Николаева. Да, вот его такой ответ. Ах, тебе, значит, не нравится, что мы книги выкидываем, учебники выкидываем? Значит, я сейчас всем покажу, как ты пьяный ходил по гостинице и, значит, пытался драться а, с охранником. Вот. Очень некрасиво, очень мелко и очень подло. И это говорит, да, о том, что губернатор наш очень маленький человек, сделать он ничего не может против таких фигур, как Паскачин и Максимов, а может от своего бессилия, да, такие вот выпускать компрометирующие, значит, материалы и выпускать их в тех телеграм-каналах, у кого, значит, очень много подписчиков. Скорее всего, вот как писала Честная Якутия, склонная им верить, Торбозное радио, оно как раз-таки работает на нашего губернатора, на Исена Николаева. Очень некрасиво. Да, на самом деле очень некрасиво. Я считаю, что у губернатора, у Исена Николаева больше нет никаких средств. Если Сашу Александрову, они беззащитную женщину, без такой медийной известности, да, без, ну, я не знаю,
без такой защиты, как партия какая-нибудь, да, то же самое Яблоко. Можно схватить, можно кинуть в следственный изолятор, да, и влепить ей там терроризм, экстремизм, измену родине, да, что хотите можно сделать. Хоть педофилию ей там, значит, в педофилии ее обвинить. То против Паскочина у губернатора нет никаких рычагов. Он слаб. Наш губернатор очень слабый человек. Несколько таких заявлений от Паскочина и Максимова, таких как губернатор наш коррупционер, губернатор наш, значит, ничего не делает, человек, который ничего не может сделать и ничего не хочет делать, да. У губернатора Айсена Николаева один ответ. Ты сам дурак, да, и вот так пальцем на него показывает. Ха-ха, посмотри на себя. И показывает, выкладывает, значит, в тормозном радио такое видео. Это говорит о том, что, опять же, да, а, опять же, мы закольцовываем, свободной журналистики у нас нет. Такие на сегодня новости. Очень коротко. Первый пробный, значит, у нас выходит первая пробная передача. Посмотрим, как она будет идти. Пожалуйста, подписывайтесь. Пожалуйста, ставьте лайки и комментируйте. И ждите нас в следующую пятницу. Спасибо вам большое. До скорых встреч.